Разрешите поприветствовать мне участников конференции и поблагодарить организаторов за предоставленное мне слово. Татарский национальный музыкальный театр сегодня востребован, он имеет перспективы развития. Об этом говорит обращение молодых композиторов к произведениям классиков, композиторов-классиков. Молодежь черпает вдохновение в их произведениях. Я приведу только один пример. В прошлом году оперная студия Казанской государственной консерватории поставила спектакль «Хаджа Насреддин» на музыку Джавдата Файзи и по либретто Наки Исанбета. Этот музыкальный спектакль, эта оперетта, с достоинством, достойно, вернее, представил Татарский музыкальный национальный театр на международном фестивале «Наурус» и на международном фестивале «Видеть музыку». На афише спектакля значилось две фамилии композиторов – Джавдат Файзи и Ильяс Камал. Ильяс Камал второй раз обращается к творчеству Джавдата Файзи. Пару лет назад он сделал спектакль «Башмагым джаз». И оперная студия, о которой я говорила, тоже обращается к творчеству Джавдата Файзи не впервые. В 2013 году фестиваль «К истокам мастерства» открылся спектаклем «Башмагым». Этот спектакль был поставлен по авторскому замыслу, оригинальная постановка. Говорить о Татарском национальном музыкальном театре нельзя, не упомянув имен Мирхайдара Файзи и Джавдата Файзи. Мирхайдар Файзи – основоположник татарской музыкальной драмы. Джавдат Файзи – основоположник татарской музыкальной комедии. В 1916 году Мирхайдар Файзи написал произведение, какого еще не было в татарской драматургии. И, конечно, критики набросились на него, потому что это был вызов устоям, канонам татарского, мусульманского общества. На татарской сцене, в татарском театре не должна была звучать музыка, не было песен. И демонстрация чувств, страстей были недопустимы. Мирхайдар Файзи обладал смелостью пойти вот вразрез общепринятым канонам. И он говорил: этот опыт меня окрыляет, это мой идеал. И пусть на него набрасывались, клеймили его врагом веры, говорили, что он сеет разврат. Но Мирхайдар Файзи в 1922 году написал еще одну музыкальную комедию «Асыл-Яр», а в 1924 году написал музыкальную комедию «Ак-Калфак», и с тех пор музыкальная драма главенствует. Это самый любимый жанр в татарском театре, в татарской драматургии. А в 1942 году племянник Мирхайдара Файзи, Джавдат Файзи, создал еще одно произведение, которого не было в татарском театре. Это татарская музыкальная комедия. Он написал музыкальную комедию «Башмагым». Впоследствии он написал музыкальную комедию «Акшарлаклар», потом музыкальная комедия «Идель Буенда», опера «Неотосланные письма», непоставленная опера «Красный цветок» по произведению Бурнаша и балет, музыку к балету по произведению Габдуллы Тукая. Балет этот называется «Кара Ахмед».
К сожалению, он не был поставлен, но партитуры и «Красного цветка», и «Кара Ахмета» лежат в фонде Джавдата Файзи в Национальном музее РТ. Почему я обращаюсь к именам Мирхайдара Файзи и Джавдата Файзи? Дело в том, что 10 лет тому назад я занялась своей родословной. Материала было очень мало, сведений мало. И я решила обратиться к биографии Мирхайдара Файзи и Джавдата Файзи с тем, чтобы найти ценную информацию для себя. Но столкнулась с тем, что материал информации очень скудна, или недостоверна, или труднодоступна. И тогда я углубилась в эти поиски, стала по крупицам собирать, и если что-то попадало мне в руки интересное, я старалась этим поделиться, писала статьи в журналы, в газеты, обращалась на телевидение, на радио, снимались фильмы, радиопередачи. И мне кажется, увлекла многих людей этой темой. Настолько невостребованные они были, и даже юбилеи Мирхайдара Файзи, Джавдата Файзи 10 лет тому назад не отмечались. 100-летие прошло незамеченному Джавдата Файзи, 120-летие Мирхайдара Файзи. Но когда материала набралось много, мне, конечно, захотелось этим поделиться, и мы создали сайт. Он назывался «Все о Файзи». Произошло это в 2016 году. 2 больших раздела сайта посвящены Мирхайдару Файзи и Джавдату Файзи. Отдельная рубрика посвящена произведениям, которые тоже делятся на 2 раздела. Произведения Мирхайдара Файзи, произведения Джавдата Файзи. Здесь мы размещаем спектакли Мирхайдара Файзи, Ак-Калфак, Асыл-Яр, Галия-Бану и Башмагым Джавдата Файзи. Здесь размещаем интересные, актуальные, как мне кажется, рассказы, музыкальные произведения, записи этих произведений, сделанные в настоящее время, и раритетные записи с тем, чтобы можно было сравнить, сделать какие-то умозаключения по поводу тенденций развития татарской музыкальной культуры и определенные выводы сделать. Я думаю, что материала у нас сейчас накопилось достаточно, чтобы заинтересовать тех, кому интересна татарская культура, татарский театр, тех, кто хочет обратиться к истокам Татарского национального музыкального театра и к тем, кто находится у его истоков. Тема, вернее, рубрика сайта «Новости и анонсы мероприятий» говорит сама за себя. Здесь мы публикуем все, что происходит в республике и за ее пределами, имеющие отношение к Мирхайдару Файзи и к Джавдату Файзи. Рубрика «Проблемы наследия». Здесь мы ставим вопросы, с которыми сталкивается любой, кто соприкасается с наследием Мирхайдара Файзи, Джавдата Файзи. Мы ищем пути решения, и очень хотелось бы, чтобы ученые, историки, музыковеды обратили внимание на материалы, которые размещены в этой рубрике. Я хочу пригласить всех познакомиться с сайтом «Все о Файзи», оставить свои комментарии после публикаций. И на этом я хочу всех поблагодарить за внимание.